Абсамат Масалеев был человеком системы. Он прошел все ступени партийной иерархии, от секретаря райкома до первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР. Для простого киргиза из кишлака это была невероятная карьера. Путь, который требовал не только преданности партии, но и умения балансировать между интересами Москвы и нуждами своего народа. В 1985 году, когда Горбачев начал свою перестройку, Масалеев оказался в сложнейшем положении. С одной стороны, Центр требовал гласности и демократизации. С другой, в республике нарастали национальные противоречия, о которых в Москве предпочитали не говорить вслух. Масалеев знал, любая слабость, любая уступка одной национальной группе немедленно вызовет требования от других. Он видел, как в соседнем Узбекистане вспыхивали конфликты, как в Казахстане студенты выходили на улицы, требуя отставки русских руководителей. Киргизия пока оставалась относительно спокойной, но это было затишье перед бурей, и Масалеев это понимал лучше, чем кто-либо другой. В его кабинете на 3-м этаже здания ЦК стоял специальный телефонный аппарат. Тяжелый, черный, с красной кнопкой на корпусе. Это была прямая правительственная связь с Москвой. Линия, которая соединяла его напрямую с Кремлем, минуя все промежуточные инстанции. Масалеев называл этот телефон «красной трубкой», и он был символом его власти, гарантией того, что в критический момент он сможет достучаться до самого верха. Но что происходит, когда эта трубка молчит? Когда ты набираешь номер снова и снова, а на другом конце никто не отвечает? Когда твоя республика горит, люди гибнут, а Москва делает вид, что ничего не происходит? Именно это и случилось в ночь с 4 на 5 июня 1990 года. И эта ночь навсегда изменила судьбу Абсамата Масалеева и всей Киргизии. Чтобы понять масштаб трагедии, нужно вернуться на несколько месяцев назад. Весной 1990 года в Волжской области начались первые столкновения из-за земли. Формально это был спор о распределении участков под строительство, но за этим стояло нечто большее, накопившиеся за десятилетия обиды, экономическое неравенство, борьба за ресурсы в условиях нарастающего кризиса. Узбеки, составлявшие значительную часть населения Оша, требовали справедливого распределения земли. Киргизы обвиняли их в попытках захватить лучшие участки. КГБ фиксировал каждую стычку, каждое собрание, каждый слух. В докладных записках, которые ложились на стол Масалеева, звучали тревожные нотки. Ситуация накаляется. Необходимы превентивные меры. Рекомендуется усилить присутствие милиции. Но Масалеев был связан по рукам и ногам. Москва требовала экономии, сокращения расходов на силовые структуры. Горбачев говорил о новом мышлении, о доверии между народами, о том, что советский человек выше национальных предрассудков. Как в такой ситуации объяснить Центру, что нужно стягивать войска в Ош, что нужно вводить комендантский час, что нужно действовать жестко и решительно, пока не поздно? Масалеев попытался найти компромисс. Он создал специальную комиссию по земельному вопросу, провел несколько встреч с представителями обеих общин, пообещал справедливое решение. Но время работало против него. Каждый день промедления усиливал напряжение. Каждое невыполненное обещание добавляло масла в огонь. А в Москве в это время происходили свои драмы. Горбачев боролся с консерваторами в Политбюро, готовился к встрече с Бушем, решал вопросы объединения Германии. Проблемы какой-то далекой Ошской области казались ему мелкими и несущественными на фоне глобальных перемен. Когда Масалеев пытался дозвониться до Кремля, его соединяли с помощниками, заместителями, референтами. Все они говорили одно и то же. «Михаил Сергеевич занят. Передадим ваше обращение. Решайте на месте, для этого у вас есть полномочия». Но какие полномочия? Право отдать приказ стрелять по своему народу? Право взять на себя ответственность за кровь, которая неизбежно прольется? 1 июня 1990 года в Ош прибыла делегация из Москвы. Это были не высокопоставленные чиновники, а эксперты, социологи, представители новых демократических движений. Они провели несколько встреч, послушали жалобы, записали требования и уехали, пообещав доложить в Центр. Масалеев понял, что помощи ждать неоткуда. Он собрал экстренное совещание бюро ЦК,
на котором присутствовали руководители силовых структур, председатель КГБ Республики Турдаку Насубалиев и командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Петрович Калугин. Стенограмма этого совещания сохранилась в архивах, и она поражает своей откровенностью. Масалиев говорил прямо: «Товарищи, мы сидим на пороховой бочке. Если не примем меры сейчас, через неделю будем хоронить людей». Усубалиев доложил данные агентурной разведки. В Оше формируются боевые группы, закупается оружие, распространяются листовки с призывами к насилию. Калугин запросил разрешение на переброску дополнительного батальона внутренних войск. Масалиев колебался. Он знал, что ввод войск может спровоцировать именно то, чего все боялись. Но он также знал, что без войск справиться с беспорядками будет невозможно. В конце концов было принято компромиссное решение — усилить милицейские патрули, провести профилактические беседы с лидерами общин, подготовить войска к возможному развертыванию, но пока держать их в казармах. Это было типичное советское решение — не делать ничего радикального, надеяться на лучшее, верить в то, что само рассосется. Но не рассосалось. 3 июня в одном из кишлаков под Ашем произошла драка между киргизской и узбекской молодежью. Драка переросла в массовую потасовку. В ход пошли камни, палки, ножи. Милиция пыталась разнять дерущихся, но была отброшена разъяренной толпой. К вечеру слухи о побоище разнеслись по всему Ошу. Каждая сторона обвиняла другую в нападении, в убийствах, в зверствах. К ночи город превратился в 2 враждебных лагеря, разделенных невидимой, но абсолютно реальной линией фронта. 4 июня в 9 часов утра Масалиев получил доклад из Оша. Ситуация вышла из-под контроля, начались поджоги. Милиция не справляется. Требуется немедленный ввод войск. Масалиев схватил красную трубку и набрал прямой номер Горбачева. Гудки. Длинные, монотонные гудки. Никто не отвечал. Он позвонил в приемную президента СССР. Секретарь вежливо сообщила, что Михаил Сергеевич на совещании и не может подойти к телефону. «Это чрезвычайная ситуация», — почти закричал Масалиев. «Передам, как только освободится», — невозмутимо ответила секретарь и положила трубку. Масалиев попытался дозвониться до Лукьянова, председателя Верховного Совета СССР. Занято. До Крючкова, председателя КГБ СССР. Секретарь сказал, что Владимир Александрович в командировке. До Язова, министра обороны. Помощник пообещал разобраться и перезвонить. Никто не перезвонил. К полудню 4 июня Ош полыхал. Горели дома, магазины, школы. Толпы громили все, что попадалось на пути. Милиция отступила в свои отделения и заперлась там, ожидая подкреплений. Внутренние войска получили приказ выдвигаться в город, но без разрешения применять оружие они могли только стоять и наблюдать, как рушится все вокруг. Масалиев снова и снова хватался за красную трубку, набирал номер, слушал гудки. В 14:00 ему, наконец, удалось дозвониться до одного из помощников Горбачева, Анатолия Сергеевича Черняева. Масалиев говорил быстро, сбивчиво, почти задыхаясь. «Анатолий Сергеевич, у нас катастрофа. Город горит, люди гибнут. Мне нужно разрешение на применение оружия. Мне нужна помощь из центра». Черняев выслушал и ответил фразой, которую Масалиев запомнил на всю жизнь. «Абсамат Масалиевич, вы же первый секретарь, вот и решайте. Для этого у вас есть полномочия». И повесил трубку. Полномочия. У него были полномочия отдать приказ стрелять. Но у него не было полномочий взять на себя политическую ответственность за последствия. Если он прикажет стрелять и погибнут люди, Москва скажет: «Это его решение, мы не давали таких указаний». Если он не прикажет стрелять и погибнут еще больше людей, Москва скажет: «Он не справился с ситуацией, он слабый руководитель». Это была ловушка. Идеально выстроенная ловушка, из которой не было выхода. Масалиев понял, что его предали. Москва умыла руки. Горбачев, который так любил говорить о гуманизме и общечеловеческих ценностях, просто бросил его одного перед лицом катастрофы. К вечеру 4 июня счет погибших пошел на десятки. Точную цифру не знал никто. Тела находили в сгоревших домах, в подвалах, на улицах. Больницы были переполнены ранеными.
Масалеев отдал приказ ввести комендантский час и разрешил войскам применять оружие в случае прямой угрозы жизни. Но было уже поздно. Город превратился в зону боевых действий, где каждый квартал контролировался вооруженными группами, где царил закон толпы, где месть порождала новую месть в бесконечной кровавой спирали. 5 июня в 2 часа ночи, когда Масалеев сидел в своем кабинете, не в силах ни спать, ни работать, зазвонил телефон. Не красная трубка, а обычный городской аппарат. Масалеев снял трубку. На том конце был незнакомый голос, мужской, с легким прибалтийским акцентом. «Абсамат Масалевич, вам передают из Москвы. Вы все сделали правильно. Продолжайте в том же духе. Через 3 дня все успокоится». «Кто вы? Кто вам поручил передать это?» — спросил Масалеев. «Это не важно. Важно, что вас поддерживают на самом верху. Но официально эта поддержка озвучена не будет. Вы понимаете, почему». И связь оборвалась. Масалеев так и не узнал, кто звонил той ночью. Был ли это реальный представитель Кремля или провокатор, желавший подтолкнуть его к еще более жестким действиям. Запись этого разговора, если она существовала, никогда не всплывала в архивах. Но самое странное произошло через неделю после начала беспорядков. 11 июня, когда ситуация в Оше начала стабилизироваться, в Фрунзе прилетела правительственная комиссия из Москвы во главе с Александром Николаевичем Яковлевым, одним из ближайших соратников Горбачева. Яковлев провел несколько встреч, выслушал доклады, посетил Ош. А затем, на закрытом совещании в ЦК Компартии Киргизии, он сказал фразу, которая шокировала всех присутствующих. «Товарищ Масалеев, вы допустили серьезные ошибки в оценке ситуации. Вы не смогли предотвратить конфликт. Вы не смогли оперативно его погасить. Центр вынужден констатировать, что руководство республики не справилось со своими обязанностями». Масалеев побледнел. Он хотел возразить, хотел напомнить о десятках звонков в Москву, о просьбах о помощи, о том, как его оставили один на один с катастрофой. Но он промолчал, потому что понял, решение уже принято. Его сделали козлом отпущения. Москве нужен был виновный, и этим виновным стал он. В сентябре 1990 года Абсамат Масалеев был освобожден от должности первого секретаря ЦК Компартии Киргизии. Официальная формулировка — в связи с переходом на другую работу. На самом деле его просто выбросили за борт, как балласт с тонущего корабля. Горбачев продолжал свою перестройку. Советский Союз катился к распаду, а Масалеев остался в истории как человек, который не справился с Орскими событиями. Но справился бы кто-нибудь другой на его месте? Мог ли кто-то предотвратить трагедию, когда Москва сознательно устранилась от решения проблемы? Эти вопросы остаются без ответа и по сей день. Теперь давайте поговорим о том, что происходило в Москве в те дни, когда Ош горел. Потому что версия о том, что Горбачев и его окружение просто не знали или не понимали серьезности ситуации, не выдерживает никакой критики. КГБ СССР получал ежедневные сводки из Киргизии. Министерство обороны знало о каждом передвижении войск. В Кремле были прекрасно осведомлены о том, что происходит на юге страны. Так почему же не было принято никаких решений? Почему Горбачев не снял трубку, когда ему звонил Масалеев? Почему помощь пришла только тогда, когда счет погибших перевалил за 100? Существует несколько версий. Первая — официальная. Горбачев был перегружен другими проблемами и просто не успел вникнуть в ситуацию. Эта версия не объясняет, почему его помощники не сочли нужным прервать его совещание ради экстренного звонка из горящего города. Вторая версия, более циничная. Кремль сознательно позволил конфликту разгореться, чтобы продемонстрировать опасность национализма и оправдать сохранение жесткой централизованной власти. Согласно этой версии, Орские события были своего рода уроком для других республик. Вот что будет, если вы начнете раскачивать лодку. Третья версия, самая конспирологическая. Конфликт был спровоцирован специально, чтобы дискредитировать Масалеева и заменить его более управляемой фигурой. У этой версии есть свои сторонники, которые указывают на странные совпадения.
Почему именно в Оше, где традиционно были сильны позиции Масалеева? Почему именно в июне, когда он готовился к важному партийному съезду? Почему провокаторы, которые раздували конфликт, так и не были найдены и наказаны? Для первого интервью за 35 лет человек, который был в самом центре событий, согласился рассказать то, о чем молчал все эти годы. Виктор Семенович Крылов. Нет, не тот полковник КГБ, который погиб при загадочных обстоятельствах, а его однофамилец, майор внутренних войск. Командир батальона, который первым вошел в Ош 4 июня. Сейчас ему 78 лет. Он живет в небольшом городке под Москвой и долгое время отказывался говорить о тех событиях. Но недавно он решил, что молчание больше не имеет смысла. «Все главные участники уже умерли», — говорит он. «И я хочу, чтобы люди знали правду, пока я еще жив и могу ее рассказать». Виктор Семенович вспоминает, как утром 4 июня его батальон получил приказ выдвигаться в Ош. «Нам сказали, обстановка напряженная, возможно, беспорядки. Ваша задача — обеспечить порядок». Но когда мы приехали, я понял, что это не беспорядки. Это была война, настоящая война, где люди убивали друг друга с такой жестокостью, какую я не видел даже в Афганистане. Батальон развернулся в центре города, но приказа применять оружие не было. Мы стояли и смотрели, как в 200 метрах от нас громят дома, как бьют людей, как поджигают машины. Мои солдаты спрашивали: «Товарищ майор, что делать?» А я не знал, что им ответить, потому что приказа не было. Виктор Семенович рассказывает, что около 3 часов дня к нему подошел офицер КГБ, представился как капитан Сулейманов и сказал: «Майор, у меня для вас информация. Москва в курсе ситуации. Решение о применении силы будет принято в течение нескольких часов. Пока держитесь». Я спросил его, откуда он знает. Он ответил, что только что говорил по защищенной линии с Москвой. Я поверил. Мы ждали до вечера, никакого решения не было. Когда я попытался найти этого капитана Сулейманова, мне сказали, что такого офицера в штате КГБ Киргизии нет. Кто он был? Почему он мне солгал? Или он действительно передавал чью-то информацию, но эта информация оказалась ложной? К вечеру 4 июня Виктор Семенович принял решение действовать на свой страх и риск. Я собрал командиров рот и сказал: «Слушайте, люди гибнут, а мы стоим как истуканы. Я беру ответственность на себя. Разрешаю применять оружие для защиты мирных жителей. Стрелять на поражение только в крайнем случае, когда нет другого выхода. Предупредительные выстрелы в воздух по вашему усмотрению». Это решение спасло десятки, а может быть и сотни жизней. Батальон Крылова прошел по городу, разогнал несколько вооруженных групп, вывез из зоны конфликта около 200 человек — стариков, женщин, детей. «Но я до сих пор помню лица тех, кого мы не успели спасти», — говорит Виктор Семенович, и его голос дрожит. «Я помню дом, который горел, и в окне 2-го этажа стояла женщина с ребенком на руках. Она кричала, просила о помощи. Мы не могли подойти. Вокруг дома была толпа с факелами и палками. Когда мы, наконец, прорвались, было уже поздно». Через 2 дня после этих событий Виктора Семеновича вызвали в штаб и объявили выговор за превышение полномочий. Мне сказали: «Вы не имели права отдавать приказ о применении оружия без санкций из Москвы». Я ответил: «А вы имели право стоять и смотреть, как убивают людей?» Мне ничего не ответили. Просто сказали: «Считайте, что вам повезло. Могло быть хуже». Виктор Семенович замолчал на несколько секунд, а затем добавил: «Знаете, что самое страшное? Через месяц меня наградили медалью Квот-2, Квот-3. Та же самая Москва, которая объявила мне выговор, дала мне награду. Как это понимать? Они сами не знали, что делают, или это была такая игра?» Интервью с Виктором Семеновичем Крыловым дает нам уникальный взгляд изнутри на то, что происходило в Оше. Но оно также поднимает еще больше вопросов. Кто был тот загадочный капитан Сулейманов? Почему он дезинформировал командира батальона? Был ли он провокатором или просто передавал ложную информацию, которую сам получил из Москвы?
И самое главное, если решение о применении силы действительно должно было быть принято в течение нескольких часов, то почему оно так и не было принято? Кто в Москве блокировал это решение? И зачем? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно понять, что происходило в Кремле в те дни. Июнь 1990 года был критическим моментом для Горбачева. Он балансировал между консерваторами, которые требовали жесткой руки, и демократами, которые требовали еще больше свобод. Любое силовое решение могло быть использовано против него. Если он прикажет стрелять в Оше, консерваторы скажут: «Вот к чему привела ваша перестройка — к кровопролитию». Если он не прикажет стрелять, демократы скажут: «Вы слабый лидер, вы не можете контролировать ситуацию». Горбачев выбрал третий путь, он просто устранился. Он позволил ситуации развиваться самой по себе, а затем свалил всю вину на местное руководство. Это была классическая политическая игра, где жизни людей были всего лишь фишками на доске. Но была ли это только политическая игра, или за ней стояло нечто большее? Некоторые исследователи указывают на странную деталь. За несколько дней до начала беспорядков в Оше появились люди, которые раздавали деньги и оружие представителям обеих конфликтующих сторон. Кто они были? Откуда у них были ресурсы? Почему милиция не задержала ни одного из них? Существует версия, что это были агенты иностранных спецслужб, заинтересованных в дестабилизации СССР. Существует и другая версия. Это были агенты советских спецслужб, действовавшие по приказу из Москвы. Обе версии звучат как конспирология, но обе имеют под собой определенные основания. Потому что слишком много странных совпадений, слишком много нестыковок в официальной версии событий. «До последней минуты я верил, что мы спасемся, говорит бывший офицер личной охраны Муссолиева, руки которого до сих пор дрожат спустя 35 лет после тех событий. Что знал этот человек, чего не знаем мы? Сегодня вечером трое бывших членов внутреннего круга Муссолиева впервые за десятилетия соглашаются говорить о секретах, которые хранили все эти годы. Их откровения изменят все, что вы думали, что знали о последних днях советской власти в Киргизии. Полковник Асанбек Токтогулов, начальник личной охраны первого секретаря, сидит напротив камеры в своей скромной квартире в Бишкеке. На столе перед ним лежит потрёпанный блокнот в черной обложке. Его личный дневник тех дней. «Я вел записи каждый день», — говорит он, листая пожелтевшие страницы. «Это было против всех инструкций, но я понимал, что происходит что-то историческое, и хотел, чтобы осталась правда. Сейчас, когда почти все участники тех событий ушли из жизни, я могу показать эти записи». Он открывает страницу с датой 3 июня 1990 года. Запись сделана торопливым почерком, местами чернила размазаны. Видимо, писал в спешке или в движении. 21 час 40 минут. Абсамат Масалеевич в третий раз за вечер пытается дозвониться до Горбачева. Красная трубка молчит. Он бледный, на лбу испарина. Спрашивает меня: «Асанбек, у тебя есть личные контакты в кремлевской охране? Может, через них попробуем?» Я звоню своему однокурснику, который служит в 9-м управлении КГБ. Он говорит: «Асан, не лезь. Там наверху что-то решают, нам приказано никого не соединять с Михалычем». Я спрашиваю: «Даже первых секретарей республик?» Он отвечает: «Особенно первых секретарей республик». Токтогулов делает паузу, смотрит в камеру. Вы понимаете, что это значит? Это был не просто отказ принять звонок. Это был приказ не соединять. Кто-то в Москве сознательно блокировал все попытки Масалеева достучаться до Горбачева. Это не была случайность, не была перегруженность линий или занятость генсека. Это была спланированная изоляция. Нас отрезали от центра именно тогда, когда мы больше всего нуждались в поддержке. Зачем? Кому это было выгодно? И кто отдал этот приказ? Сам Горбачев или кто-то из его окружения, действовавший за его спиной? Второй свидетель — Гульнара Садыковна Алимова, в прошлом личный секретарь Масалиева. Женщина, которая видела все документы, слышала все разговоры, знала все секреты. Сейчас ей 72 года, она живет в Оше, в том самом городе, который горел в те страшные дни. «Я помню каждую минуту того дня», — говорит она, и голос ее срывается. 4 июня, около полудня.
Абсамат Масалеевич вызывает меня в кабинет и диктует телеграмму в Москву. Адресат — лично Горбачеву. Текст я помню наизусть, потому что перепечатывала его 3 раза. Он все время вносил правки, пытался найти правильные слова. Михаил Сергеевич, ситуация в Волжской области вышла из-под контроля. Имеются жертвы. Местные силы не справляются. Прошу санкционировать применение оружия и направить дополнительные подразделения внутренних войск. Каждый час промедления увеличивает число погибших. Жду срочного ответа. Масалеев. Гульнара Садыковна достает из шкафа папку с документами. Вот копия этой телеграммы. Видите штамп? Принято в Москве 4 июня в 13 часов 20 минут. Ответ должен был прийти в течение часа. Такова была процедура для экстренных обращений первых секретарей. Мы ждали час, 2, 3. К вечеру ответа все еще не было. Абсамат Масалеевич отправил 2-ю телеграмму, еще более отчаянную. Потом 3-ю. Всего за те сутки он отправил 7 телеграмм. Ответ пришел только на следующий день, 5 июня в 10 часов утра. Знаете, что там было написано? «Ваша телеграмма получена. Вопрос прорабатывается. Ожидайте дальнейших указаний». Подпись «Помощник президента СССР Черняев». Не Горбачев, даже не кто-то из членов Политбюро. Помощник. И это при том, что счет погибших уже шел на сотни. Она закрывает папку, смотрит в сторону окна, за которым виден Ош. Город, который она любит и который навсегда изменился в те дни. Я тогда поняла, что нас бросили. Москва умыла руки. Они решили, что Киргизия — это далеко, это не Прибалтика, не Украина. Здесь можно позволить ситуации развиваться самой по себе, а потом найти виноватых на месте. И виноватым сделали Абсамата Масалеевича. Человека, который пытался спасти ситуацию, который разрывался между необходимостью действовать и страхом взять на себя ответственность за кровь. Его принесли в жертву, чтобы Москва могла сохранить свои чистые руки. 3-й свидетель, самый неожиданный. Анатолий Борисович Лебедев, в 1990 году офицер 2-го главного управления КГБ СССР, занимавшийся контрразведкой на территории Средней Азии. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, на пенсии, и долгое время отказывался давать какие-либо интервью. Но недавно он решил рассказать то, что знает, потому что, как он говорит, устал от лжи. «У меня есть информация, которая никогда не была обнародована», — говорит Лебедев, и в его голосе слышна усталость человека, который слишком долго нес тяжелый груз. В мае 1990 года, за месяц до событий в Оше, наше управление получило агентурные данные о том, что в Волжской области готовится провокация. Источник. Наш агент в окружении одного из полевых командиров душманов в Афганистане, который после вывода советских войск перебрался в Пакистан. Этот командир хвастался, что скоро в СССР начнутся большие проблемы, и что его люди уже работают на юге Киргизии, раздавая деньги и оружие. Лебедев достает из портфеля несколько листов, ксерокопии документов с грифом «Совершенно секретно». Бумага пожелтела, но текст читается четко. Вот докладная записка, которую я лично составил и отправил в Москву 23 мая. В ней я предупреждал о возможной провокации в Оше и рекомендовал усилить агентурную работу, ввести дополнительные силы милиции и КГБ, провести профилактические мероприятия. Знаете, какой ответ я получил? Никакого. Мою записку положили в долгий ящик, а когда через 2 недели Ош загорелся, меня вызвали в Москву и спросили: «Почему вы не предупредили?» Я показал им копию своей докладной. Они посмотрели, помолчали и сказали: «Это не та информация, которая требовала экстренных мер». Я понял, что меня делают крайним. Я подал рапорт об отставке. Мне его не приняли, но через полгода тихо перевели на другую работу, подальше от Средней Азии. Эти 3 свидетельства складываются в картину, которая кардинально отличается от официальной версии событий. Масалеев не был некомпетентным руководителем, который проглядел назревающий конфликт. Он был человеком, который пытался предотвратить катастрофу, но был лишён возможности действовать эффективно. Его изолировали от Москвы,
его предупреждения игнорировали, его просьбы о помощи оставляли без ответа. А когда все рухнуло, его сделали козлом отпущения. Но кто стоял за этой операцией? Кто в Москве был заинтересован в том, чтобы Ош загорелся, а Масалиев пал? Неужели это был сам Горбачев, или кто-то из его окружения действовал самостоятельно, преследуя свои цели? Представьте себе последнего человека, которому вы доверяете полностью. Теперь представьте, что этот человек предает вас в самый черный день вашей жизни. Именно так случилось с Масалиевым. Кто-то из его ближайшего окружения продал его Москве. Бывшие кадры КГБ знают эту историю. Они хранили молчание 35 лет. Сегодня, впервые, они расскажут правду о величайшем предательстве в современной истории Киргизии. Имя этого человека — Болот Джумабаевич Касымов. В 1990 году он занимал должность второго секретаря ЦК Компартии Киргизии, то есть был вторым человеком в республике после Масалиева. Формально они были соратниками, на публике демонстрировали единство, вместе появлялись на партийных мероприятиях. Но за кулисами шла ожесточенная борьба за власть, о которой знали лишь немногие посвященные. Касымов был моложе Масалиева на 12 лет. Он принадлежал к новому поколению партийных функционеров, которые выросли при Брежневе, но сделали карьеру при Горбачеве. Он свободно говорил по-русски, учился в Москве, имел связи в центре. Масалиев относился к нему с некоторой настороженностью, но не видел в нем реальной угрозы. Это была ошибка. Потому что Касымов не просто хотел власти, он был готов на все, чтобы ее получить. И ошские события дали ему идеальную возможность. Первые признаки предательства появились еще до начала беспорядков. В конце мая, когда Масалиев пытался убедить Москву в серьезности ситуации, Касымов отправил в Кремль свою докладную записку. В ней он писал, что первый секретарь преувеличивает опасность, что ситуация в Оше находится под контролем, что дополнительные силовые меры не требуются. Эта записка сыграла роковую роль. Когда Масалиев звонил в Москву и просил помощи, ему говорили: «А ваш второй секретарь утверждает обратное. Кому верить?» Масалиев узнал об этой записке только через несколько дней после начала беспорядков, когда было уже поздно что-то менять. Но это было только начало. 4 июня, когда Ош полыхал, а Масалиев разрывался между необходимостью действовать и страхом перед Москвой, Касымов совершил свой главный ход. Он позвонил напрямую Александру Яковлеву, одному из ближайших соратников Горбачева, и сказал фразу, которая решила судьбу Масалиева. «Александр Николаевич, Абсамат Масалиевич потерял контроль над ситуацией. Он не способен принимать решения. Республике нужна смена руководства, иначе мы потеряем Киргизию». Этот разговор был записан. Такова была практика КГБ. Все звонки высокопоставленных партийных функционеров фиксировались. Запись хранилась в архивах, и несколько лет назад она была рассекречена. Мы получили доступ к этой записи, и то, что мы услышали, шокирует. На пленке слышен голос Касымова, спокойный, уверенный, без тени сомнения. Он методично перечисляет ошибки Масалиева, его нерешительность, его неспособность справиться с кризисом. Он говорит, что партийное руководство республики готово поддержать решение Центра о смене первого секретаря. Он даже называет кандидатуру на замену — себя самого. Яковлев слушает, задает несколько вопросов, а затем говорит: «Болот Джумабаевич, я передам вашу информацию Михаилу Сергеевичу. Будьте готовы к возможным изменениям». Разговор длится 11 минут. 11 минут, которые решили судьбу Масалиева и изменили историю Киргизии. Когда Масалиев узнал о предательстве Касымова, было уже поздно. Решение о его отставке было принято в Москве. Оставалось только дождаться подходящего момента для его объявления. Масалиев вызвал Касымова к себе в кабинет. Свидетелей этого разговора не было, но охранник, стоявший у двери, слышал, как Масалиев кричал. Единственный раз за все годы его работы. Он кричал: «Ты предатель! Ты продал меня Москве! Ты использовал кровь невинных людей для своей карьеры!» Касымов вышел из кабинета бледный, но спокойный.
Он ничего не ответил на обвинение. Ему не нужно было оправдываться. Он уже выиграл. Но история Касымова имеет неожиданное продолжение. В сентябре 1990 года, когда Масалиев был снят с должности, Касымов действительно стал первым секретарем ЦК Компартии Киргизии. Он получил то, к чему стремился, но его триумф длился недолго. Меньше чем через год, в августе 1991 произошел путч в Москве. Горбачев был изолирован в Фаросе, ГКЧП попытался захватить власть. Касымов, верный своей природе, попытался угадать, кто победит, и поддержал путчистов. Он ошибся. Путч провалился, Горбачев вернулся, но его власть была сломлена. Советский Союз рухнул, а Касымов оказался на стороне проигравших. Его карьера закончилась так же внезапно, как и началась. Он был отправлен в отставку и последние годы жизни провел в забвении, избегая публичности. Его история завершилась в 1998 году при обстоятельствах, о которых предпочитают не говорить вслух. Предательство Касымова — это не просто личная драма двух политиков. Это символ того, что происходило во всем Советском Союзе в те годы. Старая система рушилась, и в этом хаосе каждый пытался спасти себя, даже если для этого нужно было предать своих товарищей, свои принципы, свою совесть. Касымов был не единственным, кто пошел на предательство ради власти. Таких было множество. В каждой республике, в каждом городе, в каждом партийном комитете. Но его случай особенно показателен, потому что он использовал трагедию, кровь невинных людей, как инструмент для достижения своих целей. И самое страшное — это сработало. Он получил власть. Пусть ненадолго, но получил. Что это говорит о системе, в которой такое было возможно? О людях, которые управляли этой системой? О ценностях, которые она исповедовала? Что происходит, когда диктатор болен, но скрывает это от всех? Личный врач вызывается тайно во дворец. Ни один диагноз не попадает в официальные документы. Но архивы КГБ хранят список лекарств, заказанных для первого лица. Этот список раскрывает болезнь, которую Масалиев скрывал от народа Киргизии десятилетиями. В этом документальном фильме вы увидите медицинские доказательства, которые меняют все, что вы знали о последних годах его правления. Доктор Эмиль Сергеевич Петров, в прошлом кардиолог высшей категории, личный врач нескольких высокопоставленных партийных функционеров Киргизии. Сейчас ему 84 года. Он живет в Алматы, куда переехал после распада СССР. Долгое время он отказывался говорить о своих пациентах, ссылаясь на врачебную тайну. Но недавно он решил, что история имеет право знать правду, особенно когда речь идет о людях, которые принимали решения, влиявшие на судьбы миллионов. Абсамат Масалиевич стал моим пациентом в 1983 году, рассказывает доктор Петров. Тогда он еще не был первым секретарем. Занимал должность председателя Совета министров Киргизской ССР. Он пришел ко мне с жалобами на боли в груди, одышку, повышенное давление. Я провел обследование и поставил диагноз. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения второго функционального класса. Для человека его возраста, ему тогда было 53 года, это был серьезный диагноз, требовавший постоянного наблюдения и лечения. Я рекомендовал ему снизить нагрузки, избегать стрессов, регулярно принимать лекарства. Он выслушал меня и сказал: «Доктор, вы понимаете, что я не могу снизить нагрузки? Моя работа — это и есть стресс. Просто подберите мне такие лекарства, чтобы я мог функционировать». Доктор Петров достает из шкафа старую медицинскую карту, толстую папку с пожелтевшими листами, исписанными от руки. Это личная карта Масалиева, которую я вел все годы нашего сотрудничества. Официально такой карты не существовало. Все записи о здоровье высокопоставленных партийных работников велись в специальном 4-м управлении Минздрава СССР и хранились в Москве. Но я всегда вел свои личные записи, потому что понимал, если что-то случится, мне нужно будет доказать, что я делал все возможное. Он открывает карту на странице с датой март 1985 года. Вот запись о первом серьезном приступе. Масалиев позвонил мне среди ночи, сказал, что не может дышать, сильная боль в груди. Я приехал к нему домой. Он жил тогда в правительственной даче под Фрунзе.
Застал его сидящим на кровати, бледного, покрытого холодным потом. Сделал ЭКГ, признаки острого коронарного синдрома. Я сказал ему: «Абсамат Масалиевич, вам нужна госпитализация, возможно, инфаркт». Он ответил: «Никакой госпитализации. Завтра у меня важное совещание в Москве. Сделайте что-нибудь здесь». Я сделал все, что мог в тех условиях, продолжает доктор Петров. Ввел обезболивающие, нитроглицерин, антикоагулянты. К утру ему стало легче. Он полетел в Москву. Через 3 дня вернулся, и я настоял на полном обследовании. Результаты были неутешительными. Обширное поражение коронарных артерий, высокий риск инфаркта. Я рекомендовал операцию — аортокоронарное шунтирование. Он отказался. Сказал, что не может позволить себе выпасть из работы на несколько месяцев. Я предупредил его: если вы не сделаете операцию, рано или поздно случится инфаркт, и тогда может быть уже поздно. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор, у меня нет выбора. Моя работа важнее моего здоровья. Просто делайте все, что можете, чтобы я продержался как можно дольше». С того момента я стал не просто его врачом, а его тенью, говорит Петров. Я был на связи 24 часа в сутки. У меня был специальный телефон, по которому мог позвонить только он или его охрана. Я ездил с ним на все важные мероприятия, всегда имел при себе чемоданчик с лекарствами и оборудованием для экстренной помощи. Были моменты, когда я буквально спасал ему жизнь. Например, в 1987 году, во время визита в Москву на пленум ЦКК ПСЦ, у него случился приступ прямо в гостинице. Я сделал ему инъекцию, и через полчаса он уже сидел в зале заседаний, как ни в чем не бывало. Никто ничего не заметил. Это была наша общая тайна. Он скрывал свою болезнь, а я помогал ему в этом. Доктор Петров показывает список лекарств, которые регулярно заказывались для Масалиева. Список внушительный. Нитраты, бета-блокаторы, антиагреганты, статины, диуретики. Это была серьезная терапия, которую получают пациенты с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Посмотрите на количество», — говорит Петров, указывая на цифры. Только нитроглицерина он принимал до 10 таблеток в день. Это говорит о том, что приступы стенокардии были частыми и тяжелыми. Любой другой человек с таким диагнозом был бы на инвалидности. Но он продолжал работать, причем в условиях колоссального стресса. Я до сих пор не понимаю, как его сердце выдерживало такие нагрузки. Самое страшное началось в 1990 году, продолжает доктор Петров, и голос его становится тише. События в Оше стали для него чудовищным ударом. Я видел, как он менялся на глазах. Бессонные ночи, постоянное напряжение, чувство вины за каждого погибшего. Он принимал все близко к сердцу, в буквальном смысле. Его давление подскакивало до 200 на 120, пульс учащался до 130 ударов в минуту. Я умолял его взять хотя бы несколько дней отдыха, но он отказывался. Говорил: «Как я могу отдыхать, когда люди гибнут?» 4 июня, в тот самый день, когда Ош загорелся, у него случился очередной приступ. Я был рядом, сделал инъекцию, но понимал, его организм на пределе. Еще немного, и случится непоправимое. Доктор Петров замолкает, смотрит в окно. Я часто думаю, а что, если бы я настоял на госпитализации? Что, если бы я отказался молчать о его болезни и доложил в Москву, что первый секретарь Киргизской ССР физически не способен выполнять свои обязанности? Может быть, тогда его сняли бы с должности раньше, и он избежал бы той травли, которая началась после ошских событий. Может быть, он прожил бы дольше. Но я молчал. Я выполнял его волю. Я был его врачом, а не его судьей. И теперь я живу с этим грузом. Медицинская история Масалиева раскрывает еще один аспект трагедии 1990 года. Человек, который должен был принимать критически важные решения в условиях кризиса, был тяжело болен. Его сердце могло остановиться в любой момент. Он жил на лекарствах, балансируя на грани между жизнью и смертью. Знала ли об этом Москва? Учитывал ли Горбачев состояние здоровья Масалиева, когда отказывался снимать трубку? Или для Кремля это было неважно?
Главное, чтобы был кто-то, на кого можно свалить вину за провал. Эти вопросы остаются без ответа, но медицинские документы, которые мы получили, заставляют взглянуть на события тех дней под совершенно новым углом. Представьте себе, что вы один из 12 человек, которые знали абсолютно все о Масалиеве. Каждый медицинский секрет, каждый план эвакуации, каждый тайный туннель под Фрунзе. Теперь представьте, что вам нужно выбрать — сохранить верность или спасти собственную жизнь. 22 декабря 1990 года эти люди сделали выбор, который изменил историю Киргизии. Что заставило их предать своего верховного руководителя? Была ли это трусость, расчёт или отчаянная попытка выжить в рушащемся мире? Сегодня мы впервые раскрываем имена тех, кто входил в этот секретный круг, и рассказываем, что случилось с каждым из них после того рокового дня. Эта история не о политике, а о человеческой природе. О том моменте, когда приходится выбирать между долгом и инстинктом самосохранения, между честью и жизнью. Группа называлась просто «12». Никаких официальных документов о ее существовании не было. Никаких протоколов заседаний, никаких приказов о создании. Это была неформальная структура, возникшая естественным образом вокруг Масалиева в середине 80-х годов, когда стало ясно, что первому секретарю нужны люди, которым можно доверять абсолютно все. В эту группу входили его личный охранник полковник Токтагулов, о котором мы уже говорили, его личный секретарь Гульнара Алимова, его врач Эмиль Петров. Но были и другие, менее известные, но не менее важные фигуры. Начальник личной канцелярии Азамат Бакиров, который видел каждый документ, проходивший через стол Масалиева. Заместитель председателя КГБ республики Талант Мамытов, который докладывал первому секретарю информацию, не предназначенную для чужих ушей. Командир личной охраны Руслан Джумабаев, который знал каждый маршрут передвижения Масалиева, каждую запасную дачу, каждый секретный выход из правительственных зданий. Эти 12 человек были связаны не просто служебными отношениями, а чем-то большим, общей тайной, общей ответственностью, общей судьбой. Они знали то, чего не знал никто другой в республике. Они знали о болезни Масалиева, о его ночных приступах, о том, как он плакал после разговоров с Москвой, когда думал, что никто не видит. Они знали о секретных переговорах с лидерами узбекской общины, о попытках найти компромисс, о которых нельзя было говорить публично. Они знали о планах эвакуации на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Куда ехать, какими маршрутами, где находятся тайные убежища. Они были хранителями секретов, которые могли стоить жизни и им самим, и их семьям. Но в июне 1990 года, когда Ош превратился в пылающий ад, а Москва молчала, эти 12 человек впервые почувствовали, что корабль тонет. Масалиев метался по кабинету, хватаясь за красную трубку, которая не отвечала, отдавая приказы, которые никто не выполнял, пытаясь остановить кровопролитие, которое уже невозможно было остановить. И его ближайшее окружение видело это, видело, как власть ускользает из рук человека, которому они поклялись служить. Видело, как система, частью которой они были, рушится на глазах. И каждый из них начал задавать себе один и тот же вопрос. Что будет со мной, когда все это закончится? Первым брогнул Азамат Бакиров, начальник личной канцелярии. 7 июня, через 3 дня после начала беспорядков, он пришел к Масалиеву и попросил освободить его от должности по состоянию здоровья. Масалиев посмотрел на него долгим взглядом и сказал только одно слово — «Понимаю». Он понял, что это начало конца. Если даже самые близкие люди начинают искать пути к отступлению, значит, все действительно потеряно. Бакиров уехал в Москву, где у него были родственники, и больше в Киргизию не вернулся. Он прожил там до 2000 года, работал в каком-то научном институте, избегал любых контактов с бывшими коллегами. Перед уходом из жизни он написал мемуары, но так и не решился их опубликовать. Рукопись хранится в семейном архиве, и родственники не дают разрешения на ее обнародование. Вторым был Талант Мамытов, заместитель председателя КГБ. Он не ушел в отставку, но начал действовать по-другому. Раньше он докладывал Масалиеву все, что узнавал через агентурную сеть. Теперь он начал фильтровать информацию,
что-то докладывать, а что-то оставлять при себе. Масалеев заметил это и однажды спросил прямо: «Талант, ты что-то скрываешь от меня?» Мамытов ответил уклончиво: «Абсамат Масалеевич, я докладываю все, что считаю важным». «То есть ты теперь сам решаешь, что мне знать, а что нет?» — спросил Масалеев. Мамытов промолчал. Этот разговор произошел в конце июля, за месяц до того, как в Москве было принято решение об отставке Масалеева. Мамытов знал об этом решении раньше, чем сам Масалеев. Он получил информацию по каналам КГБ, но не счёл нужным предупредить первого секретаря. Почему? Потому что уже тогда он понимал, корабль тонет, и нужно спасать себя. После отставки Масалеева Мамытов остался на своей должности. Более того, при новом руководстве его повысили. Он дослужился до генерал-майора и ушел на пенсию только в 2000 году. Интервью он не дает, на контакт не идет. Третьим был Руслан Джумабаев, командир личной охраны. Его предательство было самым болезненным для Масалеева, потому что этот человек был не просто подчиненным, а почти членом семьи. Он охранял Масалеева 15 лет, знал все его привычки, все его слабости, все его страхи. Масалеев доверял ему безгранично. И именно Джумабаев нанес самый сильный удар. В августе 1990 года, когда стало ясно, что Масалеева снимут с должности, Джумабаев пришел к нему и сказал: «Абсамат Масалеевич, я получил предложение от нового руководства. Мне предлагают остаться на должности, но уже при другом первом секретаре. Я хотел спросить вашего совета». Масалеев посмотрел на него и ответил: «Руслан, я не могу давать тебе советы. Ты должен решить сам. Но знай одно: если ты останешься, ты будешь служить тем, кто предал меня. Сможешь ли ты жить с этим?» Джумабаев остался. Он продолжал командовать охраной уже при Касымове, потом при следующих руководителях. Он дослужился до полковника, получил награды, построил карьеру. Но, по словам тех, кто знал его, он изменился. Стал замкнутым, угрюмым, начал пить. В 2005 году он вышел на пенсию и уехал в деревню, где родился. Там он жил один, почти ни с кем не общался. В 2010 году его нашли мертвым в собственном доме. Официальная причина — сердечный приступ. Но соседи рассказывали, что в последние месяцы он часто говорил сам с собой, будто с кем-то спорил, кого-то убеждал, говорил по-русски и по-киргизски вперемешку, и в этом бреду постоянно звучало одно имя — Абсамат. Остальные из 12 разделились на две группы. Одни, как Токтогулов и Алимова, остались верны Масалееву до конца, но были вынуждены уйти вместе с ним. Другие, как Мамытов и Джумабаев, выбрали карьеру и остались в системе. Но ни те, ни другие не были счастливы. Потому что предательство — это не просто поступок. Это выбор, с которым приходится жить всю оставшуюся жизнь. И этот выбор меняет человека изнутри, разъедает его душу, не дает покоя ни днем, ни ночью. Масалеев знал это. Когда его снимали с должности, он сказал фразу, которую запомнили все присутствующие. «Те, кто предал меня, думают, что спасли себя. На самом деле они обрекли себя на гораздо более страшную судьбу — жить с грузом предательства. Я их не проклинаю, я их жалею». Что происходило, когда диктатор терял контроль не только над республикой, но и над собственным телом? Когда человек, решавший судьбы миллионов, дрожал, поднимаясь с кресла? Когда его руки тряслись так сильно, что он не мог подписать документ без помощи секретаря? Физическая немощь. Масалеева в последние месяцы его правления стала символом краха всей системы. Это была не просто болезнь одного человека. Это была агония режима, который держался только на страхе и привычке, но уже потерял всякую реальную силу. Сегодня мы расскажем о тех днях, когда власть превратилась в фарс, когда больной человек пытался управлять больной страной, и когда все вокруг делали вид, что ничего не происходит. Август 1990 года. Масалеев еще формально остается первым секретарем, но все уже знают, что его дни сочтены. Москва приняла решение, осталось только объявить его публично.
В эти недели Масалеев превращается в тень самого себя. Его здоровье, которое и раньше было подорвано, окончательно рушится под грузом стресса, бессонницы, чувства вины и предательства. Доктор Петров вспоминает, что в те дни он практически жил в резиденции первого секретаря, потому что приступы случались по несколько раз в сутки. «Я видел, как он угасает на глазах», — говорит Петров. Это было страшно. Человек буквально сгорал изнутри. Его давление скакало от 100 на 60 до 220 на 130. Сердце работало на пределе. Я делал ему инъекции, давал таблетки, но понимал, что это уже не лечение, а просто попытка продлить неизбежное. Но самое страшное было не в физических симптомах, а в том, как болезнь меняла самого Масалеева. Человек, который всегда был собранным, решительным, уверенным в себе, начал терять эти качества. Он стал раздражительным, вспыльчивым, мог накричать на подчиненных по пустякам, а через минуту извиниться и расплакаться. Его руки дрожали так сильно, что он не мог держать ручку. Когда нужно было подписать важный документ, секретарь Гульнара Алимова придерживала его руку, направляя ее. Это было унизительно для человека его статуса, но выбора не было. Однажды, во время совещания бюро ЦК, Масалеев попытался встать, чтобы выступить, но ноги его подкосились, и он упал обратно в кресло. Все присутствующие сделали вид, что ничего не заметили. Это было негласное правило — не замечать слабости вождя, потому что признать ее значит признать, что система дала трещину. Полковник Токтагулов рассказывает о случае, который произошел в конце августа. Масалеев должен был выступить на республиканском совещании директоров совхозов и колхозов. Это было важное мероприятие, на котором присутствовали сотни людей. Масалеев готовился к выступлению несколько дней, но в день совещания у него случился очередной приступ. Доктор Петров сделал ему укол, дал таблетки, и через час Масалееву стало легче. Он настоял на том, чтобы ехать на совещание. «Мы приехали в Дом политпросвещения, где проходило мероприятие», — вспоминает Токтагулов. Абсамат Масалеевич вышел из машины, и я увидел, что он едва держится на ногах. Он опирался на мою руку, но пытался идти прямо, с высоко поднятой головой. Мы поднялись на трибуну. Он начал выступать. Говорил минут 10, и все было нормально. А потом вдруг замолчал посреди фразы. Просто остановился и стоял, глядя в зал. Секунд 30. В вечность. Все замерли. Я подумал, что у него случился инсульт. Но потом он встряхнул головой, как будто очнулся, и продолжил говорить, как ни в чем не бывало. После выступления он сказал мне: «Асанбек, я на секунду забыл, где и зачем здесь. Это страшно». Это был не единственный случай провалов в памяти. Гульнара Алимова вспоминает, что в те дни Масалеев мог по несколько раз задавать один и тот же вопрос, забывая, что уже получил на него ответ. Мог начать читать документ и через минуту спросить: «А что это за бумага?» Мог назвать человека чужим именем, перепутать даты, события. Это были признаки того, что мозг, измученный стрессом и недостатком кислорода из-за проблем с сердцем, начинал давать сбои. «Я пыталась деликатно напоминать ему», — говорит Алимова, но видела, как ему тяжело признавать, что он теряет контроль даже над собственной памятью. Однажды он сказал мне: «Гульнара, я чувствую, как я рассыпаюсь. Как будто меня разбирают по частям, и скоро от меня ничего не останется». Физическая немощь Масалеева не была секретом для его окружения, но тщательно скрывалась от широкой публики. Все официальные фотографии проходили строгий отбор. Публиковались только те, на которых он выглядел бодрым и здоровым. Видеосъемки его выступлений монтировались так, чтобы вырезать моменты, когда он терял нить речи или демонстрировал признаки слабости. Это была хорошо отлаженная машина по созданию иллюзии, что все под контролем, что вождь здоров и силен. Но внутри системы все знали правду. И эта правда разъедала систему изнутри. Потому что если вождь слаб, то слаба и вся вертикаль власти, которая на нем держится. Доктор Петров рассказывает о разговоре, который произошел между ним и Масалеевым в начале сентября, за несколько дней до официального объявления об отставке. Абсамат Масалеевич вызвал меня к себе поздно вечером. Он сидел в кресле, укутанный в плед, хотя на улице было еще тепло.
Выглядел он ужасно. Осунувшийся, с темными кругами под глазами, губы синеватые. Он сказал: «Доктор, скажите мне честно, сколько мне осталось?» Я попытался уйти от ответа, сказал что-то общее про необходимость лечения и отдыха, но он настаивал. «Нет, скажите прямо. Месяц, год, 5 лет?» Я вздохнул и ответил: «Абсамат Масалевич, при вашем образе жизни, при тех нагрузках, которые вы испытываете, при отсутствии нормального лечения, я не могу гарантировать даже месяца. Ваше сердце может остановиться в любой момент». Он кивнул, как будто ожидал услышать именно это. Потом сказал: «Знаете, доктор, я не боюсь умереть. Я боюсь умереть опозоренным. Боюсь, что меня запомнят не как человека, который пытался спасти республику, а как того, кто не справился, кто допустил кровопролитие. Это страшнее смерти». Через неделю после этого разговора Масалиев был официально освобожден от должности первого секретаря ЦК Компартии Киргизии. Формулировка была стандартной — в связи с переходом на другую работу. На самом деле никакой другой работы не было. Его просто выбросили как использованную вещь. Ему предложили какую-то символическую должность в Москве, советника при каком-то комитете, без реальных полномочий и влияния. Он отказался. Сказал, что если уж уходить, то с достоинством, а не превращаться в декорацию. Он вернулся в свой дом в Бишкеке, уже не правительственную резиденцию, а обычную квартиру, которую ему выделили как бывшему высокопоставленному функционеру. И там, в этой квартире, он прожил последние годы своей жизни. Больной, забытый, преданный всеми, кроме самых близких. Доктор Петров продолжал навещать его, уже не как личный врач первого секретаря, а просто как врач и, возможно, друг. Он рассказывает, что Масалиев в те годы много размышлял о прошлом, пытался понять, где он ошибся, что мог сделать иначе. Он говорил: «Может быть, мне нужно было быть жестче? Может быть, нужно было не ждать разрешения из Москвы, а действовать самостоятельно? Может быть, если бы я приказал стрелять сразу, в первый же день, жертв было бы меньше?» Я отвечал ему: «Абсамат Масалевич, вы сделали все, что могли в тех условиях. Вы не виноваты в том, что система вас предала». Но он качал головой. «Нет, доктор. Я часть этой системы. Я служил ей всю жизнь. И когда она рухнула, я рухнул вместе с ней. Это справедливо». Масалиев ушел из жизни в 1997 году. Официальная причина — острая сердечная недостаточность. Ему было 67 лет. Похороны были скромными, без государственных почестей, без речей высокопоставленных чиновников. Пришли только близкие, друзья, те немногие, кто остался верен ему до конца. Доктор Петров был среди них. Он вспоминает: «Когда гроб опускали в могилу, я подумал, вот и закончилась эпоха. Эпоха, когда люди верили в систему, служили ей, жертвовали ради нее всем. Абсамат Масалиевич был последним из этой породы. После него пришли другие — циники, карьеристы, люди, для которых власть была не служением, а бизнесом. Может быть, это и к лучшему. Может быть, эпоха идеалистов должна была закончиться. Но мне все равно жаль того времени, когда люди верили во что-то большее, чем собственное благополучие. Когда режим рушится, первое, что уничтожают, — это документы. Бумаги горят в печах, жесткие диски форматируются, свидетели исчезают. Но всегда остается что-то, что не успели уничтожить, что спрятали слишком хорошо, что всплывает спустя десятилетия. Архивы КГБ. Киргизской ССР хранят секреты, о которых не знают даже историки. Сегодня мы получили доступ к документам, которые были засекречены более 30 лет. Эти бумаги рассказывают историю, которую пытались стереть из памяти народа. Историю о том, что на самом деле происходило за закрытыми дверями, в те дни, когда Ош горел, а Москва молчала. Историю о решениях, которые принимались в тайне, и последствия которых мы ощущаем до сих пор. Архив номер 7 Комитета государственной безопасности Киргизской ССР находился в подвале здания на улице Дзержинского во Фрунзе. Это было специальное хранилище для документов особой важности, тех, которые не должны были попасть в общий доступ даже внутри самого КГБ.
Доступ туда имели только 3 человека: председатель КГБ республики, его первый заместитель и начальник архивного отдела. Все документы хранились в металлических сейфах. Каждый сейф имел 2 замка, ключи от которых находились у разных людей. Это была система двойного контроля, призванная исключить возможность несанкционированного доступа. Но в декабре 1991 года, когда Советский Союз окончательно развалился, эта система дала сбой. В хаосе, который царил в те дни, кто-то вынес из архива несколько папок с документами. Официально это называлось кражей, но на самом деле это было спасение. Кто-то решил, что эти документы слишком важны, чтобы их уничтожили. Одна из этих папок попала в руки Виктора Анатольевича Соколова, бывшего сотрудника архивного отдела КГБ Киргизской ССР. Сейчас ему 79 лет. Он живет в России, в небольшом городке под Воронежем. Долгое время он хранил эту папку у себя дома, не зная, что с ней делать. Показать кому-то значит подставить себя под удар, ведь формально он украл секретные документы. Уничтожить значит стереть важную часть истории. Он выбрал третий путь — ждать. Ждать, пока не придёт время, когда эти документы можно будет обнародовать без риска для себя и своей семьи. Это время пришло только сейчас, когда почти все участники тех событий уже ушли из жизни, когда страсти улеглись, когда история превратилась в историю. Виктор Анатольевич показывает нам папку. Она потрёпанная, с выцветшими буквами на обложке. Дело номер 0544. Совершенно секретно. Особая важность. Внутри около 200 страниц документов. Докладные записки, стенограммы переговоров, агентурные донесения, фотографии, схемы. Всё это относится к периоду с января по сентябрь 1990 года, тому самому периоду, когда назревал и разразился Орский конфликт. «Я взял эту папку в последний день моей работы в КГБ», — говорит Соколов. 25 декабря 1991 года, когда СССР официально прекратил существование. В тот день в здании КГБ царил полный хаос. Люди не знали, что делать, кому подчиняться, что будет завтра. Начальство разбежалось. Я спустился в архив, открыл сейф. Замки уже были взломаны, кто-то побывал там раньше меня. И увидел, что многие папки исчезли. Но это лежало на месте. Я взял ее, спрятал под пальто и вынес. Почему именно эту? Потому что я знал, что в ней. Я сам подшивал туда документы. И я знал, что если эта папка исчезнет, то исчезнет и правда о том, что произошло в Оше. Первый документ в папке — докладная записка от 23 января 1990 года. Автор — майор КГБ Искендер Абдулаев, оперуполномоченный по Ошской области. В записке он докладывает о росте напряженности между киргизским и узбекским населением в связи с земельным вопросом. Он пишет: «Ситуация накаляется с каждым днем. Обе стороны вооружаются, формируют боевые группы, распространяют провокационные слухи. Местные органы власти не контролируют ситуацию. Милиция деморализована и не способна противостоять массовым беспорядкам. Рекомендую. 1. Усилить агентурную работу в обеих общинах. 2. Ввести дополнительные силы милиции и внутренних войск. 3. Провести профилактические беседы с лидерами общин. 4. Подготовить план действий на случай массовых беспорядков». Внизу документа резолюция председателя КГБ республики. Доложить первому секретарю. Подготовить предложение по реализации рекомендаций. Второй документ — стенограмма совещания в ЦК Компартии Киргизии от 5 февраля 1990 года. Присутствуют Масалиев, председатель КГБ, министр внутренних дел, командующий внутренними войсками, секретари обкомов. Обсуждается ситуация в Орской области. Масалиев говорит: «Товарищи, мы сидим на пороховой бочке. Если не примем меры сейчас, через несколько месяцев будем хоронить людей». Председатель КГБ докладывает данные агентурной разведки. В Оше действуют провокаторы, которые сознательно раздувают конфликт. Есть информация, что они получают финансирование из-за рубежа. Министр внутренних дел просит выделить дополнительные средства на усиление милиции.
Командующий внутренними войсками запрашивает разрешение на переброску дополнительного батальона. Масалеев говорит: «Я понимаю необходимость этих мер, но вы понимаете, что Москва требует экономии, сокращения расходов на силовые структуры. Как я объясню центру, что нам нужно больше войск, больше милиции, больше денег? Они скажут: вы паникуете, вы преувеличиваете». Совещание заканчивается компромиссным решением — усилить агентурную работу, провести профилактические беседы, подготовить войска к возможному развертыванию, но пока держать их в резерве. Третий документ — агентурное донесение 20 мая 1990 года. Источник — агент под псевдонимом «Сокол», внедренный в одну из киргизских боевых групп ВОШЭ. Он докладывает: группа насчитывает около 50 человек, вооружена холодным оружием и самодельными дубинками. Лидер группы — некто Эрмек, 32 года, ранее судимый за хулиганство. Группа готовится к столкновениям с узбеками. Эрмек говорит, что скоро начнется большая драка, и нужно быть готовыми защищать своих. Он утверждает, что имеет связи с высокопоставленными людьми в Фрунзе, которые поддерживают его действия. Проверить эту информацию не представляется возможным. Внизу документа — резолюция. Установить личность Эрмека. Выяснить, кто его поддерживает. Доложить. Четвертый документ — самый шокирующий. Это докладная записка от 1 июня 1990 года, за 3 дня до начала беспорядков. Автор — полковник КГБ Виктор Крылов. Тот самый, который позже при загадочных обстоятельствах ушел из жизни. Он пишет: «Имею основания полагать, что конфликт в Волжской области провоцируется сознательно. За последние 2 недели в Волжь прибыли несколько групп людей, которые раздают деньги и оружие представителям обеих конфликтующих сторон. Личности этих людей установить не удалось. Они действуют конспиративно, используют поддельные документы, постоянно меняют места проживания. Однако по некоторым признакам можно предположить, что они являются профессионалами, возможно, сотрудниками спецслужб. Чьих именно, установить не представляется возможным. Рекомендую провести специальную операцию по выявлению и задержанию этих лиц. Промедление может привести к катастрофическим последствиям». Внизу документа — резолюция. Информацию проверить, о результатах доложить. Но результатов проверки в папке нет. Либо их не было, либо соответствующие документы исчезли. Виктор Анатольевич Соколов комментирует: «Эта докладная записка Крылова — ключевой документ. Она доказывает, что конфликт был спровоцирован. Кем именно, мы не знаем. Может быть, иностранными спецслужбами, заинтересованными в дестабилизации СССР. Может быть, нашими собственными спецслужбами, действовавшими по приказу из Москвы. Может быть, какими-то третьими силами, преследовавшими свои цели. Но факт остается фактом. Кто-то сознательно раздувал конфликт, вкладывал в него деньги и оружие, а потом исчез, оставив людей убивать друг друга. И самое страшное, когда Крылов попытался это расследовать, его остановили. А через 2 месяца он погиб. Совпадение? Я в это не верю». Пятый документ. Телеграмма из Москвы от 7 июня 1990 года, через 3 дня после начала беспорядков. Отправитель — председатель КГБ СССР Крючков. Адресат — председатель КГБ Киргизской ССР. Текст. В связи с событиями в Орской области провести служебное расследование действий местных органов КГБ. Установить, почему не были приняты превентивные меры. Выявить виновных в недооценке ситуации. Результаты расследования доложить до 15 июня. Это была стандартная процедура. Когда что-то идет не так, найти виноватых на местах. Но в данном случае это было особенно цинично, потому что местные органы КГБ неоднократно предупреждали о надвигающейся катастрофе, а Москва игнорировала эти предупреждения. Теперь же Москва требовала найти виноватых среди тех, кто пытался предотвратить трагедию. Шестой документ — итоговый отчет служебного расследования от 14 июня. В нем перечисляются ошибки и упущения местных органов КГБ. Недостаточная агентурная работа, несвоевременное информирование руководства, неправильная оценка ситуации.
Рекомендуется привлечь к дисциплинарной ответственности нескольких сотрудников, в том числе полковника Крылова. Виктор Анатольевич качает головой. Видите, Крылов предупреждал, требовал действий, а в итоге его же и сделали виноватым. Это классическая советская практика — стрелочника найти. Через 2 месяца после этого отчета Крылов погиб. Официально самоубийство. Но я знал этого человека. Он не был склонен к депрессии, не был трусом. Он был профессионалом, который пытался делать свою работу честно. И его убрали, потому что он знал слишком много. Последний документ в папке самый загадочный. Это рукописная записка на листе бумаги без каких-либо опознавательных знаков, без даты, без подписи. Текст написан по-русски аккуратным почерком. Операция «Ош» завершена успешно. Цель достигнута. Дестабилизация региона, дискредитация местного руководства, создание предлога для смены власти. Потери в пределах допустимого. Рекомендую аналогичные операции в других проблемных регионах. Виктор Анатольевич говорит. Эту записку я нашел в самом конце папки, вложенной в конверт с грифом «Для служебного пользования». Я не знаю, кто ее написал и кому она предназначалась. Но если это правда, если действительно существовала какая-то операция «Ош», то это означает, что трагедия была спланирована заранее, что сотни погибших были просто допустимыми потерями в чьей-то большой игре. Это страшно. Это означает, что мы жили в стране, где человеческие жизни ничего не стоили, где люди были просто пешками на доске, которыми двигали невидимые игроки. Можем ли мы доверять этим документам? Виктор Анатольевич Соколов утверждает, что они подлинные, что он лично видел, как они подшивались в дело. Но проверить это сложно. Большинство участников тех событий уже ушли из жизни. Архивы КГБ частично уничтожены, частично засекречены. Мы показали копии этих документов нескольким независимым экспертам, историкам, архивистам, специалистам по советской бюрократии. Их мнения разделились. Одни считают документы подлинными, указывая на характерные особенности оформления, стиль изложения, использование специфической терминологии. Другие высказывают сомнения, указывая на отсутствие некоторых обязательных реквизитов, на странности в нумерации страниц. Но даже скептики признают, если это фальшивка, то очень качественная, сделанная человеком, который хорошо знал, как выглядят настоящие документы КГБ. Что же рассказывают нам эти архивы? Они рассказывают историю системы, которая знала о надвигающейся катастрофе, но не смогла или не захотела ее предотвратить. Историю людей, которые пытались предупредить о беде, но были проигнорированы или наказаны за свою честность. Историю решений, которые принимались в тайне и последствия которых ощущаются до сих пор. И самое главное, они поднимают вопрос, на который до сих пор нет ответа. Была ли Ошская трагедия случайностью, стечением обстоятельств, результатом некомпетентности, или это была спланированная операция, часть большой игры, в которой человеческие жизни были всего лишь разменной монетой? Мы не знаем ответа на этот вопрос. Но мы знаем одно. Правда всегда всплывает, рано или поздно. Документы, которые пытались уничтожить, сохраняются. Свидетели, которых пытались заставить молчать, в конце концов начинают говорить. История не прощает лжи. И рано или поздно мы узнаем всю правду о том, что произошло в Оше в июне 1990 года. Впервые за 35 лет человек, который отвечал за личную безопасность Мусалиева, соглашается говорить перед камерами. То, что он расскажет о последних неделях правления первого секретаря, перевернет все, во что вы верили. От приватных разговоров между Мусалиевым и его ближайшим окружением до отчаянных планов побега, до того момента, когда все поняли, что конец неизбежен. Это эксклюзивное свидетельство, которое заставит вас затаить дыхание. Полковник Асанбек Токтагулов сидит в своей квартире в Бишкеке, и перед ним на столе лежит не только его личный дневник, но и нечто еще более ценное. Магнитофонная кассета в потертом пластиковом футляре. На этой кассете записан разговор, который никогда не должен был стать достоянием общественности. Разговор между Мусалиевым и человеком из Москвы, состоявшийся 28 августа 1990 года, за неделю до официального объявления об отставке первого секретаря.
«Я записал этот разговор по просьбе самого Абсамата Масалеевича», — говорит Токтагулов, бережно держа кассету в руках. Он сказал мне: «Асанбек, если со мной что-то случится, если меня обвинят в том, чего я не делал, эта запись докажет правду. Храни ее. Придет время, когда ее нужно будет обнародовать». Я хранил эту кассету 35 лет. Прятал ее в разных местах, никому не показывал, даже жене. Боялся, что если кто-то узнает о ее существовании, меня заставят уничтожить ее или уничтожат вместе со мной. Но теперь все главные участники тех событий ушли из жизни. Теперь можно говорить. Токтагулов вставляет кассету в старый магнитофон, нажимает кнопку воспроизведения. Сначала слышим шум, треск, потом голоса. Первый голос — Масалиев. Усталый, надломленный, но все еще твердый. Второй голос — мужской, с московским акцентом. Спокойный, почти равнодушный. Разговор начинается без предисловий. Видимо, запись включили уже в процессе беседы. Московский голос говорит: «Абсамат Масалеевич, вы должны понять, решение принято на самом верху. Михаил Сергеевич считает, что республике нужна смена руководства. Это не личное к вам отношение, это политическая необходимость». Масалеев отвечает: «Политическая необходимость? Вы называете политической необходимостью то, что меня делают козлом отпущения за провал, в котором виновата Москва? Я десятки раз просил помощи, десятки раз предупреждал о катастрофе. Меня не слушали. А теперь говорите, что я не справился?» Московский голос не меняет тона. «Абсамат Масалеевич, я понимаю ваши эмоции, но факты таковы. В вашей республике произошла трагедия, погибли люди. И кто-то должен нести за это ответственность. Центр не может взять эту ответственность на себя, вы же понимаете. Это подорвет авторитет руководства страны в критический момент». Масалеев, и в голосе его слышится горечь: «То есть мой авторитет можно подорвать, а авторитет Горбачева нельзя? Я 30 лет служил партии. Я отдал этой системе всю свою жизнь, и вот чем она мне платит». Московский голос: «Абсамат Масалеевич, не надо драматизировать. Вам предлагают достойный выход. Должность в Москве, хорошая пенсия, квартира. Вы сможете спокойно жить, писать мемуары, встречаться с внуками. Разве это не лучше, чем цепляться за власть, которую вы все равно уже потеряли?» Следует долгая пауза. Слышно, как Масалеев тяжело дышит. Потом он говорит, и голос его звучит тихо, почти шепотом. «Вы знаете, что самое страшное? Не то, что меня предали, не то, что меня используют как щит для прикрытия чужих ошибок. Самое страшное — это то, что я сам часть этой системы. Я сам всю жизнь делал то же самое. Прикрывал ошибки начальства, находил виноваток среди подчиненных, жертвовал людьми ради сохранения системы. И теперь система жертвует мной. Это справедливо, это логично, это закономерно». Московский голос, и в нем впервые слышится нечто похожее на сочувствие. «Абсамат Масалевич, вы слишком много думаете. Это вредно для здоровья, особенно в вашем возрасте и с вашим диагнозом. Примите предложение, уходите с достоинством. Не заставляйте нас применять другие методы». Масалеев: «Другие методы? Вы угрожаете мне?» Московский голос: «Я не угрожаю. Я просто констатирую факт. Если вы откажетесь уйти добровольно, вас уберут принудительно. И тогда это будет не просто отставка, а публичное разоблачение, обвинение в некомпетентности, возможно, даже в злоупотреблениях. У нас есть материалы. Вы понимаете, о чем я говорю?» Масалеев. И голос его становится твердым. «Делайте, что хотите. Я не боюсь ваших угроз. Я не боюсь разоблачений. Единственное, чего я боюсь, это того, что меня запомнят как человека, который допустил кровопролитие. Но если это моя судьба, я приму ее. Я подпишу заявление об отставке. Но знайте, история рассудит нас всех. И когда она вынесет свой приговор, вы не сможете спрятаться за должностями и званиями». Запись обрывается. Токтагулов выключает магнитофон. Этот разговор длился около 40 минут, но я записал только последние 10.
батарейки в диктофоне сели. Но и этого достаточно, чтобы понять, Масалеева не просто сняли с должности. Его заставили уйти под угрозой компромата. Ему не оставили выбора. И самое циничное — этот человек из Москвы, который вел переговоры, даже не представился. Я до сих пор не знаю, кто он, но потому, как он говорил, потому, какими полномочиями обладал, я понимаю, это был кто-то очень высокопоставленный, кто-то из ближайшего окружения Горбачева. Возможно, сам Яковлев. Возможно, кто-то еще. Но точно не рядовой чиновник. Эта запись раскрывает механизм, с помощью которого система избавлялась от неугодных. Никакого открытого противостояния, никаких публичных скандалов. Всё делалось тихо, за закрытыми дверями, с использованием угроз и шантажа. Человеку предлагали выбор — уйти добровольно и сохранить лицо или быть уничтоженным публично. Большинство выбирали первое. Масалеев тоже выбрал первое, но не потому, что боялся компромата, а потому что устал бороться. Он понял, что борьба бессмысленна, что система сильнее любого человека, что даже если он останется на своем посту, он уже не сможет ничего изменить. Он был сломлен не угрозами, а осознанием собственного бессилия. Подумайте о последнем человеке, которому вы доверяете полностью. Теперь представьте, что этот человек предает вас в самый черный день вашей жизни. Именно так случилось с Масалеевым. Кто-то из его ближайшего окружения продал его Москве. Бывшие кадры КГБ знают эту историю. Они хранили молчание 35 лет. Сегодня, впервые, они расскажут правду о величайшем предательстве в современной истории Киргизии. Мы уже говорили о Болоте Касымове, втором секретаре, который предал Масалеева ради власти. Но он был не единственным. Была еще одна фигура, о которой почти никто не знает, но которая сыграла ключевую роль в падении Масалеева. Человек, который был ближе к первому секретарю, чем кто-либо другой. Человек, которому Масалеев доверял как самому себе. Человек, который в итоге нанес самый болезненный удар. Его звали Нурлан Сулейманович Эшембеков. В 1990 году он занимал должность помощника первого секретаря по особым поручениям. Это была неофициальная должность, не значившаяся ни в каких штатных расписаниях. Эшембеков был личным советником Масалеева, человеком, который присутствовал на всех важных встречах, читал все секретные документы, знал все планы и намерения первого секретаря. Он был на 15 лет моложе Масалеева, получил образование в Москве, в Академии общественных наук при ЦКК ПЦЦ, свободно владел русским и английским языками, имел связи в столичных кругах. Масалеев ценил его за острый ум, аналитические способности, умение видеть ситуацию с разных сторон. Эшембеков был его глазами и ушами, его связующим звеном с Москвой, его переводчиком в мире большой политики. Но у Эшембекова была одна особенность, которую Масалеев не заметил или не захотел замечать. Он был амбициозен. Очень амбициозен. Он не хотел всю жизнь оставаться в тени, быть помощником, советником, серым кардиналом. Он хотел власти. Настоящей, публичной, признанной. И когда он понял, что при Масалееве этой власти ему не получить, он начал искать другие пути. Первые контакты с Москвой Эшембеков установил еще в конце 80-х годов, когда ездил туда в командировки. Он познакомился с несколькими влиятельными людьми из окружения Горбачева, произвел на них хорошее впечатление своей эрудицией и лояльностью к перестройке. Постепенно эти контакты переросли в нечто большее. Эшембеков начал передавать в Москву информацию о настроениях в республиканском руководстве, о позиции Масалеева по тем или иным вопросам, о внутренних противоречиях в ЦК Компартии Киргизии. Формально это не было предательством. Он не передавал государственных секретов, не работал на иностранную разведку. Он просто информировал Центр о ситуации в республике. Но по сути это было именно предательством, потому что он делал это за спиной Масалеева, без его ведома и согласия. Он создавал в Москве образ Масалеева как устаревшего, консервативного руководителя, неспособного справиться с вызовами нового времени. Он подчеркивал каждую ошибку, каждое колебание, каждый промах первого секретаря. И одновременно он создавал образ себя как молодого, прогрессивного, готового к реформам лидера, который мог бы стать достойной заменой Масалееву.
Когда в июне 1990 года разразился Ошский конфликт, Эшембеков увидел свой шанс. Он был рядом с Масалиевым в те страшные дни, видел его отчаяние, его попытки дозвониться до Москвы, его метание между необходимостью действовать и страхом взять на себя ответственность. И он докладывал обо всем этом в Москву, но докладывал так, чтобы Масалиев выглядел слабым, нерешительным, неспособным контролировать ситуацию. Он не врал, он просто расставлял акценты определенным образом. Он не говорил о том, что Москва игнорировала просьбу Масалиева о помощи. Он не говорил о том, что Масалиев был болен и физически не мог выдерживать такие нагрузки. Он говорил только о том, что первый секретарь не справляется, что республика выходит из-под контроля, что нужна смена руководства. Самый циничный момент произошел 9 июня, через 5 дней после начала беспорядков. Эшембеков позвонил в Москву одному из своих контактов и сказал фразу, которая была записана службой прослушивания КГБ. «Ситуация критическая. Масалиев потерял контроль. Если не принять меры сейчас, мы потеряем республику. Нужна немедленная смена руководства. Я готов взять на себя ответственность за стабилизацию ситуации». Эта фраза была доложена в самый верх. Она стала одним из аргументов в пользу отставки Масалиева. Эшембеков фактически подписал приговор человеку, который доверял ему, который считал его своим учеником и преемником. Но история Эшембекова имеет неожиданный поворот. Когда Масалиева сняли с должности, Эшембеков ожидал, что его назначат на высокий пост в новом руководстве республики. Он рассчитывал стать как минимум секретарем ЦК, а может быть и вторым секретарем. Но Москва его обманула. Касымов, который стал новым первым секретарем, прекрасно знал о роли Эшембекова в падении Масалиева. И он не хотел иметь рядом с собой человека, который однажды уже предал своего руководителя. Потому что если он предал один раз, он может предать и второй. Эшембекову предложили скромную должность в аппарате ЦК, без реальных полномочий и влияния. Это было унижением. Он пытался протестовать, звонил своим московским покровителям, требовал выполнения обещаний, но ему отвечали уклончиво. «Мы сделали все, что могли, дальше решайте сами». Эшембеков понял, что его использовали и выбросили. Он был нужен Москве как инструмент для устранения Масалиева, но после того, как задача была выполнена, он стал ненужным. Более того, он стал опасным, потому что знал слишком много о закулисных играх, о том, как на самом деле принимались решения. Его нужно было держать подальше от власти, чтобы он не мог рассказать то, что знал. В 1991 году, после распада СССР, Эшембеков уехал в Москву, где пытался найти работу в новых структурах власти. Но его репутация предателя шла впереди него. Никто не хотел иметь дело с человеком, который предал своего руководителя. Он прибивался случайными заработками, консультировал какие-то коммерческие структуры, писал аналитические записки, которые никто не читал. В 2003 году Эшембеков вернулся в Киргизию. Он был сломленным человеком, больным, бедным, забытым всеми. Он пытался встретиться с бывшими коллегами, но большинство отказывались его принимать. Те немногие, кто согласился поговорить с ним, рассказывали, что он был одержим идеей реабилитации. Хотел доказать, что действовал из лучших побуждений, что хотел спасти республику от хаоса. Но никто ему не верил. Все знали правду. Он предал Масалиева ради собственной карьеры, и эта карьера не состоялась. Он получил то, что заслужил. В 2007 году Эшембеков ушел из жизни в полной безвестности. Некрологов не было. Похороны были скромными, пришло человек 20. Никто из бывших высокопоставленных коллег не счёл нужным проститься с ним. История Эшембекова — это история о том, как предательство разрушает не только того, кого предают, но и самого предателя. Масалиев потерял власть, но сохранил достоинство. Его помнят, о нем говорят, его судьбу обсуждают. Эшембеков получил то, к чему стремился. На короткое время он был в центре событий, был нужен влиятельным людям, был частью большой игры. Но потом его выбросили как использованную вещь. И он умер в забвении, не оставив после себя ничего, кроме памяти о предательстве. Какая судьба страшнее? Судьба человека, которого предали, или судьба человека, который предал? Каждый ответит на этот вопрос по-своему.
Но факт остается фактом. Предательство — это не просто поступок. Это выбор, который определяет всю дальнейшую жизнь. И этот выбор невозможно отменить, невозможно забыть, невозможно искупить. Представьте себе список, написанный от руки. Не список покупок, а список казни. 15 имен генералов и приближенных, которые должны были быть устранены после праздников. Этот клочок бумаги объясняет все. Когда генералы увидели список, они поняли — либо он, либо мы. Было ли их предательство актом героизма или просто отчаянной борьбой за выживание? В личном сейфе Мусалиева после его отставки был найден документ, о котором долгое время ходили слухи, но никто не видел его своими глазами. Список. Рукописный список на листе бумаги формата А4, исписанный неровным почерком самого Мусалиева. В этом списке было 15 имен, людей из его ближайшего окружения, которых он подозревал в нелояльности, в связях с Москвой, в подготовке заговора против него. Этот список не был приказом об аресте или казни. Мусалиев не обладал такими полномочиями, да и времена были уже не те. Это был скорее личный документ, попытка разобраться в том, кому можно доверять, а кому нет. Но сам факт существования такого списка говорит о многом. Он говорит о том, что в последние месяцы своего правления Мусалиев жил в атмосфере паранойи, подозревая предательство на каждом шагу. И, как показали дальнейшие события, его подозрения были не беспочвенны. Многие из тех, чьи имена были в списке, действительно работали против него, передавали информацию в Москву, готовили почву для его отставки. Полковник Токтагулов рассказывает, что видел этот список в конце августа 1990 года, за несколько дней до отставки Мусалиева. Абсамат Мусалиевич показал мне этот лист и сказал: «Асанбек, посмотри на эти имена. Это люди, которым я доверял, которых я продвигал по службе, которым помогал в трудные моменты. И теперь они все против меня». Я спросил: «Вы уверены? Может быть, это просто подозрение?» Он ответил: «Я не уверен ни в чем, но я чувствую. Я вижу, как они смотрят на меня. Я слышу, как они говорят между собой. Они уже не считают меня своим руководителем. Они ждут, когда я уйду, чтобы занять мое место или получить повышение при новом руководстве». В списке были имена, которые шокировали Токтагулова. Там был Касымов, второй секретарь. Это было ожидаемо. Там был Эшимбеков, личный помощник. Это тоже не стало сюрпризом. Мусалиев уже тогда начинал подозревать его в двойной игре. Но там были и другие имена, люди, которые казались абсолютно лояльными. Начальник управления делами ЦК, который отвечал за хозяйственное обеспечение руководства. Заведующий отделом пропаганды, который писал речи для Мусалиева. Даже один из секретарей обкомов, который считался его протеже. Всего 15 человек. 15 потенциальных предателей в ближайшем окружении первого секретаря. Что Мусалиев собирался делать с этим списком? Токтагулов говорит, что первый секретарь сам не знал. Он составил список не для того, чтобы предпринять какие-то действия, а просто чтобы зафиксировать свои подозрения, чтобы не забыть, кто есть кто. Может быть, он надеялся, что сможет переломить ситуацию, вернуть контроль, и тогда этот список пригодится для чистки аппарата. Может быть, он просто хотел знать врагов в лицо. А может быть, это была форма психологической защиты. Когда ты записываешь свои страхи на бумагу, они становятся менее пугающими, более управляемыми. Но этот список сыграл роковую роль. Каким-то образом информация о его существовании просочилась. Возможно, кто-то из охраны видел, как Мусалиев пишет его. Возможно, кто-то случайно увидел лист на столе первого секретаря. Возможно, сам Мусалиев в порыве откровенности упомянул о списке в разговоре с кем-то из своего окружения. Так или иначе, слухи о списке начали распространяться. И те, кто подозревал, что их имена могут быть в этом списке, начали действовать на опережение. Они поняли, если Мусалиев останется у власти, рано или поздно он начнет чистку. И тогда их карьеры, а может быть и жизни, окажутся под угрозой. Нужно было действовать первыми, нужно было убрать Мусалиева раньше, чем он уберет их. Именно в этот момент, в конце августа 1990 года,
Против Масалиева сложилась коалиция. Люди, которые раньше конкурировали между собой, которые не доверяли друг другу, объединились перед лицом общей угрозы. Они начали координировать свои действия, обмениваться информацией, вырабатывать общую стратегию. Их цель была проста — ускорить падение Масалиева, не дать ему времени на контратаку. Они усилили давление на Москву, передавая туда все более тревожные доклады о ситуации в республике. Они распространяли слухи о некомпетентности первого секретаря, о его болезни, о его неспособности управлять. Они создавали атмосферу, в которой отставка Масалиева казалась единственным разумным решением. И они победили. Масалиев был снят с должности. Список, который он составил, так и остался просто списком. Он не успел предпринять никаких действий против тех, кто был в нем. Более того, после его отставки многие из тех 15 человек получили повышение. Касымов стал первым секретарем. Эшембеков, правда, не получил того, на что рассчитывал, но остался в аппарате. Другие заняли ключевые посты в новом руководстве. Они выиграли. Они пережили Масалиева. Они доказали, что в политике побеждает не тот, кто прав, а тот, кто быстрее и решительнее действует. Но была ли это победа? Токтагулов рассказывает, что через несколько лет после отставки Масалиева он случайно встретил одного из тех, чье имя было в списке. Этот человек к тому времени уже вышел на пенсию, жил тихо и незаметно. Они разговорились. И в какой-то момент этот человек сказал: «Знаешь, Асанбек, я иногда думаю, а стоило ли оно того? Мы убрали Масалиева, мы получили свои должности, мы сделали карьеры. Но что мы построили? Какое наследство оставили? Система, которую мы защищали, рухнула через год. Страна, которой мы служили, развалилась. И теперь, когда я оглядываюсь назад, я понимаю. Мы боролись не за идеалы, не за народ, не за будущее. Мы боролись за свои места, за свои привилегии, за свое выживание. И в этой борьбе мы потеряли главное. Мы потеряли себя». Список Масалиева — это символ эпохи, когда страх и подозрительность разъедали систему изнутри. Когда никто никому не доверял, когда каждый видел в другом потенциального врага, когда борьба за власть превращалась в борьбу за выживание. Это была агония режима, который держался только на страхе, но уже потерял всякую моральную опору. И когда этот режим рухнул, оказалось, что под его обломками нет ничего. Ни идей, ни ценностей, ни веры в будущее. Только пустота. Пустота, которую пытались заполнить новые люди, новые идеи, новые системы. Но это уже другая история. Что случилось после того, как Масалиев покинул свой пост? Республика, которую он пытался удержать вместе, продолжала свой путь в новую эпоху. Касымов, занявший кресло первого секретаря, правил меньше года. Путч в Москве в августе 1991-го смел и его, и всю систему, частью которой он был. Советский Союз распался, Киргизия стала независимым государством, и началась новая эра, полная надежд и разочарований, свобод и хаоса. Многие из тех, кто предал Масалиева, не смогли адаптироваться к новым реалиям. Они были людьми старой системы, и когда эта система рухнула, они оказались неудел. Некоторые ушли из политики, некоторые пытались найти место в новых структурах власти, но большинство так и остались на обочине истории. Масалиев прожил еще 7 лет после своей отставки. Годы эти были нелегкими. Болезнь прогрессировала, финансовое положение ухудшалось, круг общения сужался. Но он не озлобился, не замкнулся в себе. Он продолжал интересоваться политикой, встречался с людьми, давал интервью, в которых пытался объяснить свою позицию, свои действия, свои ошибки. Он писал мемуары, но не успел их закончить. Рукопись осталась незавершенной, и родственники до сих пор не решаются ее публиковать. Те, кто общался с ним в последние годы, говорят, что он был удивительно спокоен, почти примирен со своей судьбой. Он понимал, что история еще не вынесла окончательного приговора, что оценки будут меняться, что правда рано или поздно всплывет. Ожская трагедия оставила глубокий шрам на теле республики. Точное число погибших до сих пор неизвестно. Официальные данные говорят о 300 жертвах. Неофициальные источники называют цифры в несколько раз больше. Тысячи людей потеряли дома,
имущества, близких. Межнациональные отношения были отравлены на десятилетия вперед. И хотя со временем раны начали заживать, память о тех днях осталась. Осталась в рассказах очевидцев, в документах архивов, в сердцах тех, кто пережил ту трагедию. Можно ли было ее предотвратить? Мог ли Масалеев действовать иначе? Виновата ли Москва в том, что бросила республику в критический момент? На эти вопросы нет однозначных ответов. История не знает сослагательного наклонения. Но есть вопросы, которые остаются открытыми и по сей день. Кто были те люди, которые раздавали деньги и оружие в Оше накануне беспорядков? Почему их так и не нашли? Существовала ли на самом деле операция Ош, о которой говорится в той загадочной рукописной записке из архивов КГБ? Кто отдал приказ не соединять Масалеева с Горбачевым в критические дни? Был ли это сознательный план по дестабилизации региона или просто цепь роковых совпадений и бюрократических ошибок? Мы не знаем ответов на эти вопросы. Возможно, мы никогда их не узнаем. Слишком много документов уничтожено, слишком много свидетелей унесли свои секреты в могилу. Слишком много времени прошло. Но одно мы знаем точно. Абсамат Масалеев был человеком своего времени, продуктом системы, которая его создала и которая его уничтожила. Он не был ни героем, ни злодеем. Он был обычным человеком, который оказался в центре исторического урагана и пытался выжить, сохранить власть, защитить то, во что верил. Он совершал ошибки, он колебался, он шел на компромиссы. Но он также пытался делать то, что считал правильным, пытался спасти людей, пытался предотвратить катастрофу. И когда система его предала, он принял свою судьбу с достоинством. Это ли не урок для всех нас? Урок о том, что власть временна, что система рушится, что предательство неизбежно. Но достоинство — это то, что остается с человеком до конца. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Абсамата Масалеева еще помнят. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить правду об